Девочки, всем привет! Сегодня готовлю вкусный фасолевый супчик. Вот эта драгоценная фасоль, черно-белая, за 300 рублей. Первую воду я уже слила. Сейчас закипает вторая вода. За это время я сделаю зажарку, почищу картошку. Вот такое у нас сушеное мясо. Красивый кусочек был антикот и домашняя колбаса из чистого мяса. Мамина подружка делала сама. Не фарш, а вот именно мелко нарезанные кусочки мяса. Чтобы фасоль быстро разварилась, есть один секрет. В кипящую воду несколько раз в течение варки я добавляю холодную воду. Она очень быстро разваривается. Иногда я мясо соленое, сушеное варю отдельно, а сегодня взяла большую кастрюлю, через полчаса добавлю сюда мясо. Мне кажется, фасоль сегодня быстрая будет. Смотрите, для зажарки я перемешиваю два вида масла. Подсолнечное растительное и домашнее топленое. Не магазинное, не покупное, а делаем сами. Из домашней сметаны. Сначала минут 5-7 обжарим лук, прям до золотистого цвета. Я не люблю, когда лук в супе или где-то как вареный. И зажарку я всегда добавляю в самом конце, 2-3 минуты до того, как выключаю кастрюлю. Фасоль наша уже вовсю кипит, а потом добавлю морковку. Сейчас масла много, но когда добавлю морковку, будет нормально. Смотрите, хорошо кипящую фасоль сейчас я добавлю несколько кружек холодной воды. Тогда фасоль очень быстро разваривается. Лайфхак. Хотя сушеное мясо тоже буду долго варить. Мы все любим мягкое. Вот так добавили водички. От разницы температур все будет быстро и вкусно. Я не знала, снимать или не снимать. Я давно снимала, как я готовлю фасолевый суп с домашним сушеным мясом. Но решила все-таки снять, если кто-то не смотрел, если кому-то интересно. Немножко повозиться, и вкусное блюдо будет готово. Вообще это будет вкуснятина. У нас свет убрали, я не могу даже на печке свет включить, к сожалению. Добавили морковку. Тут всего одна средняя морковка, но кажется, что много. Сковородка небольшая, чугунная, без ручки. Ногти моста. Ой. Когда сискал делают, вот мама с тетей используют кукурузную лепешку, когда делают в этой сковородке. Луковица тоже у меня одна была большая, ну средняя, и морковка средняя. И еще я думаю, для эксперимента, может быть, добавить домашнюю томатную пасту, перемолотые помидоры как бы. Не знаю, можно попробовать. Зажарка наша почти готова. Я все-таки решила добавить перемолотые помидоры для разнообразия. В классическом рецепте ни томат, ни помидоры не добавляют. И зелень тоже в этот суп не идет в классическом рецепте. Самое главное — фасоль и сушеное мясо. Но сейчас все делают по-разному, кто как хочет, кто во что гораздо. Еще забыла сказать, что соль добавляем только в самом конце, девочки. Потому что, во-первых, без соли фасоль хорошо варится. Во-вторых, соль у нас есть в сушеном мясе. Поэтому, чтобы не переборщить с солью, в самом конце будем пробовать добавлять черный перец и чуть-чуть, наверное, соли. Когда базарное, магазинное мясо может еще быть пересоленное, но у нас домашнее. Вот, добавили домашние томаты наши. Я их и в борщ добавляю, иногда в супчики.
Получается очень вкусно. Я уже добавила мясо и колбасу домашнюю. Фасоль у нас варилась минут 40. А сейчас с мясом я буду варить все вместе час или полтора, говорю. Все, сейчас огонь уменьшу, ну на среднем огне все будет вариться. В самом конце, минут за 15, добавлю мелко нарезанную картошку и минут за 5 до окончания варки добавлю зажарку. Зажарку сейчас выключу и отставлю в сторону. Она у нас практически готова. Вроде бы и масла сейчас не так много, но если вдруг будет много, когда суп остынет, сверху уберу масло и все. Вот такой лайфхак. Почистила я картошку. Она не такая крупная, как кажется на экране. Может, добавлю 4 штуки, может 5, точно не знаю. Но это в самом конце. Можно нарезать крупно, можно нарезать средне, кто как любит. Мы любим мелко, чтобы она не переварилась, поэтому добавим в конце. Этот суп бывает вкусный и на второй день, и на третий, и на... Я потихоньку снимаю, освобождаю память, поэтому извините, что я прерываюсь. Вот так я нарезала картошку, ну скажем так, мелко. И скоро добавлю. Мне кажется, это фасоль все-таки быстро разваривающаяся. Как бывает некоторый горох, быстро варится и очень долго варится. Какие-то сорта. Но эта фасоль такая черно-белая, мне кажется, она быстрая. Насчет супа как раз говорила. Вот некоторые борщ любят, да, на второй день, на третий день. Я вообще не люблю борщ на второй день. В первый день и еще сразу после того, как выключила кастрюлю, ну, минут 10-15 настоится, все, чтобы там капуста хрустящая была, чтобы вообще, ну, именно вкус люблю сразу после варки. А вот фасолевый суп, кто попробует приготовить, посмотрите, он на второй-третий день бывает еще вкуснее в холодном виде, в теплом виде, в любом виде. Это очень-очень вкусный и сытный суп. Попробуйте приготовить. Я фасоль не замачиваю, ничего не делаю. Я ее просто хорошенько мою и первую воду после закипания через 2-3 минуты полностью сливаю. Потом мою холодной водой, добавляю холодную воду и варю. И вот несколько раз в процессе варки добавляю холодную воду. Но это до того, как я добавила мясо. Все у нас тут кипит, бурлит. Да, скоро все будет готово. И все будет очень-очень вкусное. Я думаю, что мясо тоже молодое, долго вариться не будет. Просто мама любит, чтобы все прям от косточек отходило. Даже плов, когда я готовлю альденте на зубок, она не так любит, когда хорошо все проварено. Ну, фасоль даже если разварится, будет вкусная. Но видите, уже тут некоторые развариваются, некоторые сверху слезла вот эта кожица. В общем, скоро наш супчик будет готов. Сегодня почему-то подробно вам все рассказываю. Раньше снимала, чтобы мой голос не было слышно. Ставила музыку. Ну, некоторые возмущаются, а некоторым и так все видно, что к чему. Но сегодня решила подробно рассказать и показать. Попробуйте приготовить. Нохчишана масангу шарёр чуартнухю. Чеченцы готовят это часто. А может, кто-то из тех, кто на меня подписан, захочет приготовить дома. Всем приятного аппетита! Все, картошку я тоже добавила. Может быть многовато, но ничего, кастрюля тоже большая. И фасоль, по-моему, в пакете было 800 граммов. Сейчас по килограмму уже не фасуют. Умные все стали, бизнесмены, так сказать. Ой, жалко, что свет убрали. Я когда что-то делаю,
хоть и готовлю на кухне, но где-то у меня должен быть включенный телевизор. Ну и надеюсь, что-нибудь тут видно. Тут угол темный. В общем, готовьте с удовольствием, друзья. Кушайте с аппетитом. Сейчас у нас это будет на медленном огне кипеть. И в конце добавлю зажарку. Но если вы очень любите зелень, добавьте в тарелку. Но в этот суп, в классический, она как бы не идет. Друзья, наш вкусный фасолевый супчик готов. Через 2 минуты выключаю. Только что добавила зажарку. Очень густой, очень хороший. Немножко я его посолила. Сейчас чуть-чуть еще поперчу. В тарелках уже показывать не буду. Мама с тетей держат мархнеш. Ну вот большие куски мяса я выкладываю отдельно на тарелку большую. Сейчас решила поперчить сразу, пока не забыла. Просто черный перец, это как мы любим. Вот видите, большие куски мяса. Ой, мясо выложу на тарелку, колбасу тоже. И каждый, кто хочет, будет себе нарезать и кушать. Поставлю рядом вторые тарелки и налью суп. У нас все свои будут кушать, чужих никого нету, тетя или нейноваш, мама. Все по-простому, главное, чтобы все было вкусно. Мама будет недовольна, что я в большой кастрюле приготовила. Но посмотрите, какой он вкусный, наваристый. Попробуйте обязательно приготовить. Вы можете, конечно, на мелкие кусочки мяса нарезать, закинуть обратно. Но мы так не любим. Я вам и раньше показывала. Видите? Выложим в большую тарелку и все. Нальем всем супчик. Отдельно поставлю аджику, отдельно поставлю зелень, вдруг кто-то захочет. Цвет очень красивый, из-за того, что я домашний томат добавила. И думаю, вкус чуть-чуть будет с кислинкой, но это наш вкус не испортит. Свет не включили, не могу вам нормально ничего показать, друзья. Масер мархнеш дал обалдел. Всем хорошего дня, отличного настроения. Пусть ваш пост примет. Наш вкусный супчик готов. Решила вынести сюда, а то на кухне темно. Все, что я снимала, ничего не видно. Смотрите, из-за того, что фасоль была черно-белая, супчик получился более светлый. Вот. Прям большими кусками мясо выложу и колбасу на отдельную тарелку. Если для вас густой, разбавьте кипятком. Некоторые добавляют молоко, но это в Ингушетии, по-моему. У нас молоко не добавляют, наша семья зелень не добавляет. Вот сегодня я для эксперимента добавила перемолотые помидоры. Цвет получился очень интересный. В общем, готовьте с удовольствием, друзья, для себя, для своей семьи. Всем приятного аппетита. Пусть Всевышний примет все ваши посты и услышит все ваши молитвы. Кто держит уразу, мархнеш дал обалдуэл. А кто просто будет готовить для себя. Приятного аппетита, друзья. Всем пока-пока.